Приветик, ребята! Добрейшего дня, друзья! В эфире «Гора новостей», И прямо по курсу море информации. с которой тебя познакомим мы, Никита Гуров. И Аня Шишакова. Ну а впереди много сюжетов, впрочем, как и всегда. Сегодня в выпуске: как проходит самоизоляция у ребят из города Учелы, какие развлечения у современных 11-классников, чем угостят вас в городе Ишимбай и почему химичить дома – это огонь. Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. На календаре уже 15 июня. Вторая неделя каникул, полет нормальный. Интересная статистика. В этом году около 5% выпускников отказались сдавать ЕГЭ. На это есть две причины. Первое – поступление в средние профессиональные образовательные организации. И вторая – это вылет за границу, чтобы поступить уже там. Возможно, ежегодно была подобная картина, но только сейчас это гораздо проще отследить. В этом году в Уфе 18 тысяч выпускников. Из них 17 тысяч согласились и планируют сдавать ЕГЭ, и 1 тысяча еще не определилась. Кстати, несмотря на грандиозные планы отметить окончание школы, были приняты серьезные меры для того, чтобы не было большого скопления людей. Да, в этом году в любимых местах выпускников, в парках и скверах поочередно дежурили разные организации. Поэтому все прошло тихо, мирно и без происшествий. Нарушений никаких не было. Но как прошел последний звонок, мы узнаем в следующем сюжете. Никита Никитин. Помните такого? До недавнего времени он был ведущим нашей «Горы новостей». С переходом в 11 класс телеэфиры пришлось оставить. Но ничего, простор для творчества всегда есть. Например, срежиссировать и спродюсировать свой собственный последний звонок. Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза, формулы припомню все и снова повторю. Математику люблю, математику люблю. Выпускники школы номер 27 решили, что просто сидеть в зуме – это не так весело, и решили записать небольшие видеоролики, естественно, соблюдая все правила. Вот что у них получилось. Учителя, 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 где для работы вы берете вдохновение? Проснувшись утром, словно ранняя заря, к великим знаниям вы дарите стремление. Учителя тоже с радостью поддержали эту идею. Кстати, креативно к последнему звонку подошли не только ученики Уфимской школы номер 27. Вот, например, Искандер записал трек и сам смонтировал видео для всех выпускников. Есть одно волшебное средство, чтобы расцелить чудеса. На цветном кораблике детства надо нам поднять паруса. Поздравляем с окончанием школы всех 11-классников и желаем успешной сдачи экзаменов. Татьяна Никитина специально для «Горы новостей». Помните Никиту? Он вел «Гору новостей» до прошлого года. А потом 11 класс и подготовка к поступлению. А мы все так же тщательно продолжаем готовиться к нашим эфирам. Ищем разные интересные новости. В Башкортостане возобновляют свою работу музей и библиотеки, имеющие отдельный вход. Да, кажется, теперь вместо кафешек мы будем собираться в библиотеках. Ну а что, довольно неплохая идея, будет что обсудить. Тем более я за время карантина столько книг прочитала. Но если музей находится в доме или дворце культуры, он будет по-прежнему закрыт. И обязательное требование для начинающих свою работу музеев и библиотек – это соблюдение масочного режима, контроль температуры посетителей и, разумеется, дезинфекция помещений. Если я, сидя дома, читала книги, то давайте посмотрим, чем занимались ребята из города Учелы.
Давайте узнаем, какие скрытые таланты проявились у моих одноклассников в то время, когда они сидели дома. Пока я сидела дома, я научилась играть на синтезаторе. Я научилась рисовать людей, а также придумывать своих персонажей и разных кукол. Наверняка все обратили внимание, что на улицах появилось много разнообразных масок. Давайте узнаем, в каких масках ходят мои одноклассники. Мне больше всего нравится вот это. И во время самоизоляции я помогала маме по дому. Что бы вы хотели пожелать нашим выпускникам? Желаю выпускникам крепкого здоровья и чтобы они не забывали свою родную школу. Поступить в самое лучшее учебное заведение страны. Всем пока, с вами был 3 Б. Увидимся в сентябре. Продолжаем знакомить телезрителей с новостями. В Уфе потихоньку начали открываться фонтаны. Открылся фонтан «7 девушек» на Театральной площади, фонтан «Курай» на площади имени Салавата Юлаева, в парке имени Ленина и другие. Также планируется запуск нового светомузыкального фонтана «Журавли». Он находится в сквере Дубки, где-то в районе ГДК. Будем с нетерпением ждать. Так же, как и ждали фольклориады. Но в этом году она, скорее всего, проводиться не будет. Фольклориаду решили перенести на июль 2021 года. Еще целый год, даже больше ждать. Да, Всемирная фольклориада проходит каждые 4 года, где коллективы из разных стран делятся своими традициями через танцы, песни, ремесло и народные игры. 6-я Всемирная фольклориада должна была пройти в Республике Башкортостан во второй половине июля этого года. Однако в начале апреля решили ее перенести, как и все другие международные мероприятия и форумы. Перенесли аж на 2021 год. А если вам не хватает мероприятий, то их можно сделать своими руками. Надеюсь, он меня хотя бы здесь не найдет. Прошло всего 2 месяца самоизоляции, а мой брат уже у меня в печенках сидит. Поэтому я не оставляю надежды. Давай, идем. Вот ты где. Его чем-то занять. Ну, потому что... А что с ним еще сделаешь? Поэтому сегодня мы будем делать химию на собственной кухне. Первым шагом мы все-таки расстелим скатерть, потому что, получить от мамы так себе удовольствие. Так, нам понадобится банка, стакан с водой. Обязательно теплой водой. Да. Сухие дрожжи, перекись водорода, средство для мытья посуды и просто стакан. Итак, в отдельный стакан нам нужно добавить 1 чайную ложку дрожжей и 2 столовые ложки теплой воды. И все это мешать минуту. Я не уверена, что это должно получаться вот так. Сюда нам нужно налить половину чашки перекиси. И можно добавить какой-нибудь краситель, но у нас его нет, поэтому мы обойдемся без него. Это я. Вот это вот пахнет вообще-то приятно. Ну так и да. Тихо, 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 тихо. О, нет. Смотри, она поднимается. Ну, прикольно получилось. Еще на самом деле советуют брать перекись водорода 6%, тогда это все вообще прям классный взрыв, но у нас было только 3%, поэтому вот так. Но все равно классно. Я снимаю. Слава богу, мы постелили скатерть. Это был почти вулкан. Ну так-то да. Я хочу объяснить, пока убираю тут последствия этого стихийного бедствия, я хочу объяснить, почему так происходит. Когда мы вливаем, получается, в наш мыльный раствор дрожжи, то этот раствор делится на воздух и на воду. Вот. И благодаря пузырькам вот это вот все вот так вот вырывается наружу. Вот. То есть это элементарный прием увеличения объема тела. И мы вот из такого количества воды сделали вот такой вулкан. Еще забыли сказать, обязательно нужен картофельный крахмал. Да. Это важно. Итак, для второго опыта нам понадобится уксус, сода и спички. Из-за того, что этот эксперимент немножко с огнем, лучше делать его в присутствии взрослых. Но в данном случае взрослый я. Берем, немного соды, насыпаем в емкость, тарелку.
Маленькую. И заливаем им соду. При соединении соды и уксуса выделяется углекислый газ, который должен потушить спичку. Аня, ну ты даешь. Оказывается, из подручных средств можно устроить дома настоящее шоу. Ну, если Аня химичит из обычных с виду веществ, то из этих же веществ можно сделать нечто другое. Наш корреспондент Артем из города Ишимбай за время самоизоляции освоил кулинарное мастерство. Сейчас я расскажу вам рецепт моих шикарных кексиков. Для начала нам нужно растопить 100 мл масла. Я уже сделал это. Добавьте сюда 50 грамм молока и разбить туда 2 яйца. Вот одно. Яйцо разбиваю, заляпался. Ну, ничего, это же можно будет потом постирать. Потом второе. Потом нужно добавить 150 грамм сахара. Стакан не хочет делиться, стакан жадина. 150 грамм муки. Но это в процессе можно будет добавлять, если тесто не будет получаться. 3 чайных ложки какао, если вы хотите, чтобы они были шоколадными. И немножко разрыхлителя. Примерно 1 чайную ложку. Потом это все нужно будет перемешать хорошенько. И вот наше тесто готово. И сейчас я буду их ставить и выпекаться. Как только я закончу раскладывать их по формочкам. Вот. Тимур, открой, пожалуйста. Спасибо. На 140 градусов 15 минут. Пока кексы выпекаются, я сделал глазурь из сахарной пудры и яичных белков. Как только они выпекутся, я смогу их обмакнуть и сделать их очень красивыми, а также их украсить. Наши кексики испеклись, и сейчас я их украшаю. Наношу на них глазурь. Как только я закончу это делать, я начну их украшать. Теперь берем и посыпаем. Красивая подача – это важная часть всего блюда. Вот такие прикольные и прекрасные кексики у нас получились. А это был наш информационный десерт. На этом все. С новостями и событиями дня тебя ознакомили Аня Шушакова И Никита Гуров. Включай нас каждый день, будь на вершине событий и соблюдай перчаточно-масочный режим. Пока-пока. Пока-пока.